Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Марс Юнусов и Наиля Ганеева. Здравствуйте. Салям. Мои ожидания от игры. Хотелось бы проверить свой уровень татарского языка, родного языка. И очень хотелось бы победить. Недавно в сети интернет я узнал, что канал ТНВ проводит такую программу, как «Переведи». Я, так как использую татарский язык в быту, в общении с клиентом, решил узнать, насколько я владею этим языком, на каком уровне. Вот пришел на игру, чтобы сыграть и выиграть. Марс, Наиля. Правила первого тура очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы, надо будет решить, кто будет выбирать первым. После этого я предложу вам 8 слов перевести с русского языка на татарский. Чтобы было проще, я предложу вам 3 варианта ответа. Ответьте правильно, получите 2 балла. Ответьте неправильно, и на вашем вопросе дополнительный балл сможет заработать ваш соперник. Все понятно? Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи». Первый тур, и мы начинаем. Марс, Наиля. Итак, искусство, любовь. Кто выбирает тему? Девушка пусть начинает первый тур. Спасибо. Что вам ближе? Выберу любовь. Выберите любовь. Итак, играем в любовь. Точнее, в тему любовь вместе с Наилей. Наиля, готовы? Готова. Ну, давайте поиграем в любовь. Переведите на татарский язык слово «чувство». Хис, ис, тиз. Хис. Хис. Первый вариант ответа. И это правильный ответ. Действительно, хис – это чувство, ис – это запах, а тиз – это быстрый. Марс, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «влюбленный». Гашик, кунгелле, бахатле. Влюбленный человек, конечно, он бахатле, но правильный ответ – вашик. Это правильный ответ. Кунгелле веселый, бахатле счастливый, а гашик влюбленный. Итак, Наиля, следующий вопрос вам. Но прежде чем задать этот вопрос, я знаю, у вас 2 детей, 2 мальчика. Да. Как зовут? Искандер и Тимур. Искандер и Тимур, в честь полководцев. А как имена выбирали? По значениям. По значениям. Да. Дома на татарском языке разговариваете обычно? Больше на русском, но стараемся и на татарском. Дети говорят на татарском языке? Не очень. Не больше понимают, меньше говорят. Старайтесь, чтобы дети все-таки знали татарский. Да. Ну ладно, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «счастье»? Сагадет, марфирет, илахиет. Я думаю, сагадет. Это правильный ответ. Илахият – это божественность. Марфират – это отпущение грехов, прощение. А вот сагадат действительно счастье. Итак, Марс, играем с вами. Марс, я знаю, вы руководитель туристического агентства. Да. Скажите, пожалуйста, а сейчас туристы часто летают в Крым? В Крым? Да. То есть стало популярным это направление? Да, направление выросло, конечно. Людей стало больше в этом направлении. Какие еще направления популярны вот именно среди казанцев? Популярным направлением остаются Турция, также Египет. А в последние годы Азия преобладает тоже. Таиланд. Вьетнам, Таиланд, Индия. Люди создают туристическое агентство, потому что сами любят путешествовать или просто это такой прям суперприбыльный бизнес? Я думаю, что потому что любят сами путешествовать, потому что бизнес на самом деле не является таким супер доходным. То есть, просто романтика. Да. Ну что ж, романтика так романтика. Как на татарском языке будет слово «горе»? Нафрат, хиссият, хасрат. Горе. Так. Как по-татарски будет? Сложный вопрос, конечно. Я думаю, что это 3-й вариант хасрат. Принято. И это правильный ответ. Да, не дай бог кому-нибудь, конечно, знакомиться с этим словом, но тем не менее, да, действительно, хасрат – горе, нафрат – ненависть, а хиссият – это чувствительность. А слово хис – чувство. Итак, Наиля, играем с вами. Итак, переведите на татарский язык слово «измена».
хакикат, хайрият, хиянат. Хаянет. Вы так уверенно заявили, как будто прям знакомы с этим словом. Слышала? Слышали? От кого? Наверное, я читала в книге. Читаете татарскую литературу? Современную такую, Не любовную. современную, нет, больше классику, наверное, читала. Раньше. Раньше, да. Давно. Ну, не так давно, но давненько. Ну, ладно. Это правильный ответ. Хиянат – это измена. Хакикат – это истина. А хайрият – это благотворительность. Марс, играем с вами. Марс, как еще по-татарски можно сказать сердце? Калеб, кутуб, рух. Откуда вы такие сложные вопросы подобрали? Сердце. Старались специально для вас. Так, на самом деле, честно скажу, не знаю. А но как в вашем понимании по-татарски будет сердце? Но точно не третий вариант. Это... Давайте остановлюсь на втором варианте. Кутуб. Принят. И это неправильный ответ. Наиля, а как по-татарски будет сердце? Калеб. Почему такая уверенность? Ну, на турецком языке сердце кальп. А вы говорите на Поэтому- турецком. Говорю. Поэтому я так думаю, что это какое-то старо-татарское, старотюркское слово, и слово калеб – это сердце. Это правильный ответ. Каляб – сердце, рух – это дух, душа, а котоп – это полюс. Итак, Наиля, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «страсть». Назлылык, дерт, назакат. Дерт. Страсть прямо знакомое вам слово? Откуда? У меня есть любимый муж. Понятно. Бик дертле жауап болды бу. Хам бу дұрыс жауап. Это правильный ответ. Назлылык – это нежность. Назакат – это изящество, грация. А вот дерт – это страсть. Марс. Как по-татарски будет расписаться в значении в ЗАГСе? Язылырға, яздырырға, язылышырға. По-моему, здесь правильным ответом будет третий. Языла шарга. Принято. Вы женаты? Да. Это правильный ответ. Язылырға – это записаться. Яздырырға – это записать. А вот язылышырға – это расписаться в ЗАГСе. Ну что ж, на этом 8 вопросов первого тура подошли к концу. Но традиционно я предлагаю вам по одному вопросу, на которых можно при правильном ответе заработать по 3 балла. И если вы ошибетесь, подарить 4 балла своему сопернику. Здесь необходимо слово с английского языка перевести на татарский. Ну, Иля, и мы начинаем с вас. Хорошо. Как по-татарски будет betrayal? Betrayal. Betrayal. B-E-T-R. Betrayal. 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 Варианты будут? Нет. Betrayal. Betrayal. Not betrayal, а betrayal. Тема любовь. T-E-A-A. R-A-I-L. Betrayal. 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 One word I that don't consists know. of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters. Betrayal. Связано с любовью, да? Мгм. Betrayal. Как связано с любовью? Ну да, связано напрямую с любовью. Betrayal. Betrayal. Итак, ваш ответ. Если честно, я не знаю ответ на этот вопрос, но я могу предположить, что это быть увлеченным. Быть... И как по-татарски будет быть увлеченным? Напоминаю, нам надо татарский вариант. Betrayal. Увлеченный. Упс.
betrayal. К сожалению, не знаю. Марс, есть возможность заработать 4 дополнительных балла. Как же с английского языка на татарский переводится слово betrayal? У меня нет вариантов ответа. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, betrayal с английского на русский – это предательство. То бишь по-татарски это хиянет. Итак, Марс, ваш вопрос. Как с английского языка на татарский переводится слово tulip? Tulip. Ну, любовь тут, знаете, я бы не сказал, что прямо очень причем. Но иногда мы используем tulip на 8 марта для завоевания сердца и любимой. Подсказал как мог. Tulip. Tulip. Это случайно не Ирак? Не Ирак. Это не Ирак. Наиля, есть возможность заработать 4 дополнительных балла, если 8 марта вы сталкивались с tulip. Tulip. Если честно, я сначала думала, что это глагол. To leap. No. No. Теперь я понимаю, что это слово тюльпан. Только принимаю я татарскую версию. Тюльпан. Не знаю, может, яс шешеге. Это ваш окончательный ответ? Итак, принято. Яс шешеге. Это неправильный ответ. Я искренне верил, что здесь вам поможет турецкий язык, ведь тюльпан по-татарски будет лоле. Уважаемые участники, Марс, Наиля, уважаемые телезрители, на этом первый тур подошел к концу, и по итогам первого тура, Марс, вы набрали 6 баллов. Наиля, вы набрали 9 баллов. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Это телеигра «Переведи». Оставайтесь на нашем канале. Исянмисис, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Наиля Ганиева и Марс Юнусов. И по итогам первого тура впереди Наиля, у нее 9 баллов. У Марса 6 баллов. Вы готовы играть дальше? Готово. Да. Уважаемые телезрители, сейчас начнется второй, но не последний тур нашей телеигры. Марс, Наиля, традиционно перед вами сейчас появятся 2 темы. Надо будет выбрать одну из них, и выбирать будете вы, Наиля, потому что у вас больше баллов по итогам первого тура. После этого я предложу вам 8 слов перевести с татарского языка на русский. Ну, чтобы было проще, дам вам 3 варианта ответа. Ответите правильно, сможете заработать 4 балла. Ответите неправильно и дадите возможность на вашем вопросе заработать 3 дополнительных балла вашему сопернику. Все понятно? Это телеигра «Переведи». Второй тур. И мы начинаем. Марс, Наиля. Наиля, напоминаю, выбирайте вы. 2 темы: литература, растения. Во что играем? Давайте поиграем в литературу. Итак, Наиля, первый вопрос. Как с татарского языка на русский переводится слово «ижек»? Слово, звук, слог. Слог. Это правильный ответ. Ижек – это слог, звук – это аваз, слово – это сюз. Марс, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «этыр»? Точка, запятая, предложение. Если я не ошибаюсь, запятая. Вы не ошибаетесь, это правильный ответ. Предложение – это «жемля». Точка – это нокта, а «этыр» – это действительно запятая. Наиля, переведите на русский язык слово «калиме». Слово, текст, рассказ. Слово. Это правильный ответ. Видимо, знание турецкого языка очень помогает, да, действительно? Калиме – это слово,
рассказ – это хикаят, а вот что касается текста, то это текст. Марс. Переведите на русский язык слово «эдип». Поэт, произведение, писатель. Эдип. Эдип. Ну, это, по-моему, либо поэт, либо писатель. Так, Эдип. Давайте выберем писатель. Это правильный ответ. Поэт – это шагир, произведение эсер, а адиб действительно писатель. Наиля. Как на русский язык переводится слово «силек»? Силек. Сказ, сказка, пересказ. Я думаю, это сказ. Сказ. Вы считаете, что это первый вариант ответа? Почему? Ну, сказка это экият. Пересказ. Мне кажется, это не силек. Мне кажется, что это сказ. Принято. Это правильный ответ. Действительно, акият – это сказка. Пересказ – это либо иншалау, либо уссуздарин блян силяу. Да? А силяк – это сказ. Играем с вами Марс. Марс. Как на русский язык переводится слово «рубагият»? Культура речи, четверостишье, критика. Рубагият. Так. Действительно, подготовились. Хорошие вопросы. И соперник хороший. До сих пор все ответы правильные. Мне даже страшно ошибаться сейчас. Я думаю, рубагият – это четверостишие. Принято. Это правильный ответ. Культура речи – это силям культураса. Критика – это танкит. А рубагият – это действительно четверостишье. Собственно, Рубаи, Амара, Хаяма предполагают наличие четырех строчек. Наиля. Переведите с татарского языка на русский слово «оноклагыш». Завершающий, восхваляющий, поясняющий. Поясняющий. Откуда такое решение берется? Знаю. Ну, так не бывает. Ну, откуда такое? Я училась в татарско-турецком лицее. Угу. Оттуда я знаю турецкий, английский. Угу. И у нас очень сильная была литература, эдебият, и татарский язык. Это правильный ответ. Действительно, оноклагыш – это поясняющий, завершающий – это тамамлауше, а восхваляющий – это медхияукуше. Давайте перейдем к последнему вопросу второго тура. Переведите с татарского языка на русский слово «низаглылык». Контрастность, конфликтность, скрытый смысл. Как говорят, зрите в корень. Но я все-таки выберу конфликтность. Хотя что-то этот вариант мне не очень нравится, но я его оставлю. Ну, то есть есть такое ощущение, что это конфликт. Да, это конфликт, низак. Принято. Это правильный ответ. Низаглылык – это конфликтность. Контрастность – это контрастлылык или копма-коршы. Скрытый смысл – это яшерин магне. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом второй тур нашей игры подошел к концу. Никто из вас не допустил ни единой ошибки во втором туре, и вы набрали по 16 баллов. Общий счет игры на данный момент 25-22. Впереди вы, Наиля.
Уважаемые телезрители, не переключайтесь, впереди нас ждет финальный раунд. Оставайтесь на нашем канале. Марс, Наиля, правила финального раунда очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы, и тот, у кого больше баллов по сумме первого и второго туров, а это вы, Наиля, будет выбирать. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. Единственная разница финального раунда в том, что варианты ответа предложить я вам не могу. Ответите правильно, получите 4 балла. Допустите ошибку и дадите возможность заработать 5 дополнительных баллов вашему сопернику. Все понятно? Уважаемые телезрители, это финальный раунд, и мы начинаем. Наиля, две темы: археология, строительство. Во что играем? Давайте выберем строительство. Давайте выберем строительство. Итак, тема строительства. Строим вместе с Наилей. Наиля, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет дом? И. Принят. И это правильный ответ. И йорт — это дом. Марс, как по-татарски будет стройка? Ты жалишь? И это правильный ответ. Наиля, как по-татарски будет строить? Тузерге. И это правильный ответ. Как видите, финал вопроса очень несложный. Пока, да? Марс, подскажите, пожалуйста, как по-татарски будет краска? Краска по-татарски будет боев. И это правильный ответ. Что ж, экватор мы перевалили, сейчас вторая половина. Наиля, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет маляр? Буяуще. Это правильный ответ. Марс, скажите, пожалуйста, как по-татарски, Марс, будет заложить фундамент? Так. Что такое фундамент? Фундамент. Основа. Нига Солара. Вот, окончательно. Принято. И это правильный ответ. Наиля, скажите, пожалуйста, как по-татарски можно сказать штукатур? Может, какую-нибудь подсказку? Ну, давайте. Чем занимается штукатур? Штукатурит стены. Понятное дело, что штукатурит. Что из себя представляет штукатуривание? Цемент. Сам процесс. Что это такое? На кирпич, выравнивание стен. То есть он что делает? Он берет цемент и что его делает? Солой. Солауще. Это правильный ответ. Действительно, штукатура — это слаще, очень просто все. Татарский язык очень легкий язык. Марс. Как по-татарски будет цементный раствор? Ну, подскажу, да, для начала, то, что цемент по-татарски, собственно, так и будет цемент. Теперь дальше, потому что и... Теперь важно понять, как будет раствор. Что из себя представляет раствор, Марс? Ну, это смесь. Смесь, Это отлично. смесь, да, смесь. Смесь на что похожа? Что напоминает раствор? Кисель? Кисель. Кисель. Да. Неплохо. Кисель из чего делается? Кисель из чего делается? Из чего делается кисель? Нет, не знаю. Ваш вариант ответа? У меня нет вариантов ответа. Наиля, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов на последнем вопросе финального тура. Как же будет по-татарски цементный раствор? На самом деле такое слово, которое больше используется в русском варианте, чем в татарском, в обиходе, так скажем.
Но если раствор больше похож на кашицу, то я могу предположить, что это будет цемент Баткаса. Интересный вариант. Принято. И это неправильный ответ. Кисель делается из крахмала. Крахмал получается традиционно из картофеля. Если попытаться вспомнить кашу из картофеля, это картофельное пюре. Его, собственно, изелер. Цементный раствор по-татарски будет цемент измесе. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, по итогам сегодняшней игры, Марс, вы набрали 34 балла. Молодец. Наиля, вы набрали 41 балл. Я поздравляю вас с победой. От компании «Татарстан. Новый век» и телеигры «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Спасибо. Бесценный подарок. Уважаемые телезрители, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровнях. С вами была телеигра «Переведи», я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Я очень рад, что канал ТНВ меня пригласил в эту передачу. Я очень рад, что смог поучаствовать. Узнал, насколько я знаю татарский язык. К сожалению, не выиграл, но это не беда, так как у меня соперник Наиля очень была сильная. Вот. Она ни разу, по-моему, не допустила ошибки, поэтому я за нее рад. Но рад за себя, за то, что поучаствовал в этой передаче. Хотел бы передать привет еще своему сыну Азамату и супруге Альбине. Мне очень понравилась игра и очень понравилась идея. Спасибо создателям этой игры. Я думаю, это очень хорошая фишка и возможность многим татарстанцам и не только проверить уровень своих знаний.